Здравствуйте, добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши добрые комментарии, за ваши донаты и за ваши лайки. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие чудеса вам по судьбе? Чего ждать, на что надеяться? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие чудеса мне по судьбе? На что стоит надеяться и чего мне ждать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, какие чудеса по судьбе? Чего вам следует ждать и на что надеяться? Какие чудеса по судьбе, чего ждать, на что надеяться? О, интересно, очень интересно. Так, ну что, мои дорогие, здесь как бы самый главный рисунок, кто видит, вот стрелочка. Видите, стрелочка идет вверх. Это прорыв. Это новое начало, это новые начинания, это успех, это достижение. Знаете, вы возвыситесь. Во всех смыслах слова возвыситесь над людьми, которые вокруг вас, над вашим окружением, над вашими проблемами, над вашими там, не знаю, обстоятельствами. То есть это рост. Вы будете, как вот это вот, знаете, это наконечник стрелы. Это быстрое, я бы сказала, даже мгновенное какое-то вот такое стечение обстоятельств, когда вы вот прям по воле судьбы уже наверху, вы победитель, вы достигли. Кстати, ждите очень важных, резких новостей, которые вот действительно ворвутся в вашу жизнь и все в вашей жизни поменяют. А у кого-то, кстати, по вот этому наконечнику стрелы, это будет человек. Человек, который ворвется в вашу жизнь, вот прилетит вам стрела любви, человек войдет в вашу жизнь нежданно-негаданно и все, абсолютно все в вашей жизни поменяет. Вот такая ситуация, мои дорогие. Эта стрела, смотрите, уже из лука, она выпущена, она уже летит к вам. Совсем скоро прилетит к вашему дому. И вы, мои дорогие, помчитесь вверх. Вот что думали, что мечтали, на что надеялись. Вверх по карьерной лестнице, вверх по социальной лестнице. Понимаете, в любви вверх помчитесь. Так что все будет просто замечательно, просто прекрасно. Хороший знак, мне очень нравится. Здесь мне нравится скорпион. Скорпион, у которого оторван хвост. Хвост у него вниз смотрит. Избавление от врагов, от злых людей. От тех, кто вам мешал, от тех, кто вас вот этим вот, знаете, скорпионим хвостом кусал, да, жалил. Мои дорогие, вот избавление. У этого скорпиона хвост просто, видите, оторван. Оторван, и он больше вам ничем не сможет навредить. Ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации. Так что враги ваши повержены. Особенно один очень сильный враг. Это может быть даже не столько враг человек, сколько вот человек-мучитель. Мучитель издевался, абьюз, такие неприятные моменты, да, когда вы и повлиять на этого человека не могли, но в то же время вам постоянно от этого человека прилетало. Вот. Это может быть, кстати, как и мужчина, так и женщина. И это могут быть как и ваши близкие, кстати, такое часто бывает, так и люди, которых, например, вы любите, либо от которых что-то ждете, надеетесь. То есть человек вас ранил постоянно, специально ли, случайно ли, но факт был. Да? Вот этого человека убирают из вашей жизни, вам идет освобождение, понимаете, себя почувствуете и свободной, и счастливой. Здесь у вас восьмерочка перевернутая, мои дорогие. 8 периодов времени, 8, может быть, часов, может быть, дней, может быть, недель. Мои дорогие, через 8 периодов времени ваша жизнь меняется, потому что здесь на вершине стоите вы в красивом платье, в красивых одеяниях, и у вас руки вот сложены как будто бы в молитве. Понимаете, кто-то что-то очень сильно просит от высших сил, от
Создателя, да, в чем-то помочь, что-то сделать, что-то прислать, подать, не знаю, человека дать, судьбу наладить, закончить долги, работу хорошую найти. Мои милые, вам ответ идет 8. Через 8 периодов времени это случится. У кого-то, еще раз повторяю, будет 8 часов, 8 дней, 8 недель. Вот такой период у вас идет 8. Через 8 у вас все проходит. Все проходит, вы получаете то, что вам нужно. Тут, понимаете, еще такой момент, ложка. Ложка, но ложка тоже перевернутая. Вы в горизонте, а ложка перевернутая. То есть у вас это будет. Вот то, что просите, то, что хотите, обязательно будет. Только не сейчас. Чуть-чуть надо подождать. Нужно подождать, пока все станет на свои места. Пока вот эта картинка, она выровняется. Понимаете? Вот этот момент у вас здесь очень четко прописан. Так, есть еще момент человека. Человек, который что-то тащит с собой. Вернее, как, он даже не так. Он даже тащит с собой, за собой тащит. Тащит, может быть, людей, может быть, какие-то ситуации, обстоятельства. То есть прошлое, понимаете, груз прошлого вы тащите за собой, причем так конкретно. Надорвались уже ножки подкосились. Видите, человек уже, как, знаете, на попе сидит и все равно пытается тащить, да. Все никак не успокоится. Мои милые, успокаивайтесь, отрезайте это прошлое. Прошлое, оно как чемодан без ручки, да. Оно вам реально мешает, ничего полезного не приносит, ничего хорошего в вашу жизнь не дает, а вы уже надорвались на этом прошлом. Пожалуйста, вот вам и не дается то, о чем мечтаете, потому что не бросили вы свое прошлое. Как только вы закроете дверь в свое прошлое, поверьте, сразу вот эта 8 начнет выравниваться, вот эта ложечка начнет наполняться, и вы станете в вертикальную позицию. Понимаете? Вот этот груз, видите, как вы его тащите, неудобно, тяжело, даже вообще непонятно, зачем я это все тащу. Но нет, продолжайте, бросайте. Чем быстрее бросите, тем быстрее ваши желания, ваши мечты исполнятся. Так, смотрите, какое чудо я у вас вижу здесь, вот как будто бы какой-то очищающий дождь, да, какие-то осадки, дождь, который чистит все. Это слезы ваши. Это ваши слезы, которые преобразуются в смех. То есть все, что вы там до этого наплакали, то, что вы выплакиваете, это все преобразуется в смех. Сколько вы поплакали, столько вы будете и смеяться по жизни. Я вижу, что слез было очень много, тут просто какой-то водопад. Это все перейдет в смех. Смех прекрасный, такой, знаете, звонкий, в удовольствие, в радость. То есть слезы ваши — это вода. Вода, которая преобразуется, которая испаряется и которая, знаете, она не зря была потрачена, не зря вы плакали. А теперь пришло время вам смеяться, мои дорогие. Пришло время смеяться. За вами очень сильный ангел стоит, очень сильный. И этот ангел уже, понимаете, тоже за вас все глаза свои выплакал. Знаете, тут такой момент идет, что вы не всегда в адеквате. Вы, конечно, не обижайтесь, мои дорогие, но тем не менее, вы не всегда можете рассмотреть, кто хороший, кто плохой. Нужная вам вещь нет. Обстоятельство выигрышное, либо проигрышное. То есть есть момент, когда вы как ребенок в огромном мире, и вам сложно оценить ситуацию таковой, какая она является. Вот такой момент. Кто в этом виноват? Виновато ваше доброе сердце, ваша открытая душа. И то, что вы действительно не потеряли вот эту детскость свою, да? Не озлобились, не остервенели, не огрубели, а наоборот остались вот таким чистым, открытым ребенком. За это вам и прилетает. Вот реально за это вам и прилетает. Я не вижу, что вы станете там какой-нибудь ушлой дамочкой, либо таким прожженным джентльменом. Нет, вы останетесь таким, как и есть человеком, но ваш ангел получит право и свободу водить вас теми дорогами, где есть подобные вам, где такие же хорошие, добрые люди, где люди не смотрят друг на друга с позиции жертва и победитель, да, а с позиции любви, с позиции дружбы, с позиции милосердия. Вот у вас такая ситуация идет. И это будет самым большим и главным чудом в вашей жизни. Это вот с этого периода времени и навсегда, понимаете, навсегда. Плохие люди просто к вам не подойдут. Будет стена, знаете, вот стена между вами и плохим человеком. Он вас просто, даже если увидит, подойти не сможет, понимаете. Вот такое чудо вам дается. Это особое право, это особая привилегия, которая идет в вашу жизнь.
Здесь я вижу любовь. Здесь я вижу человека, который несет чашу наполненную, чашу любви. Благодаря этой любви у вас очень много всего будет в жизни происходить. Во-первых, будет дом. Дом полный, дом счастливый, дом богатый. Во-вторых, будет дружба. Будет дружба, будет надежное плечо, будут отношения, которые, знаете, такие, от них не устаешь. От них не устаешь, и чем больше ты в таких отношениях, тем хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. То есть каждый день вы будете видеть своего любимого человека, и он вас какой-то новый, в новых красках, как будто бы, знаете, век вы проживете, да, и так друг друга до конца и не раскроете. Вам будет всегда интересно с друг другом. Каждый день вам будет в радость, каждый день вы будете что-то узнавать новое, приятное, прекрасное друг о друге. То есть вот такой момент происходит. И знаете, вот эту любовь вам именно даст человек. Он в вас ее пробудит, она у вас есть, она у вас дремает, и вот этот человек, он ее пробудит. Кто этот человек? Ну, честно скажу, у большинства отыграется, как будто бы это новый человек, который вот-вот войдет в вашу жизнь. Вот-вот это буквально, вот, может, несколько месяцев, да, в этом году 100%. Этот человек, он давно вас ищет. Вот именно такую женщину, да, как вы. Либо если смотрит меня мужчина, то ищет именно такого мужчину, как вы. Здесь вот вьюнок вышел, видите, вот такой колокольчик, вот такое растение, вьюнок называется. И вот он вьется, вьется. Этот человек уже, как вот этот вьюнок, пробивает к вам дорогу. И эту дорогу он, понимаете, вот его сердце ему освещает этот путь и наполняет вот эту чашу любви. Он вам ее несет, понимаете, он несет ее вам. И смотрите, что получается. Этот мужчина, он уже большой, да, либо женщина, вот смотря кто смотрит. Видите, человека очень четко видно, он в руках держит, да, вот этот вот грааль наполненный. И вот он вьюнок у него идет, да. А вот вы у меня получаетесь в горизонте лежите, да? В горизонте лежите, мало того, у него-то цветочек расцвел, а ваш еще в бутоне. Вот такая ситуация. А почему так происходит? Да потому что вот тащите вот это непонятное, что из прошлого. Кто-то тащит обиды, кто-то тащит на себе чужие проблемы. Мои милые, все, хватит. Закрывайте, нафиг закрывайте это все, и пусть ваш цветочек скорее распустится, и будет счастье, и будет любовь, и все будет прекрасно у вас. Понимаете, это все должно случиться. И это обязательно в вашей жизни произойдет. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. Все зависит от вас и насколько вы готовы и можете отказаться от своего прошлого. Так, тут еще момент чуда. Слушайте, кто хотел куда-то полететь на самолете, не знаю, какую-то дальнюю поездку кто-то хотел. Вот у вас эта поездка свершится. Причем свершится быстрее, чем вы думаете и надеетесь. Как-то вот неожиданно, спонтанно получится, что вы едете в поездку. И знаете, поездка будет хорошая, вы там хорошо отдохнете, как-то, не знаю, какое-то море удовольствия получите. И как-то, вы знаете, ну, я не буду говорить, что без проблем, но вот какие-то, может быть, и будут проблемы в дороге, такие вот, знаете, характера, может быть, и административного. Но, тем не менее, я вижу, что вы хорошо отдыхаете, получаете удовольствие. И еще хочу предупредить, что я вижу здесь у кого-то приобретение, то ли дом вы приобретаете, то ли машину. То есть человек что-то свое приобретает, но это не маленький предмет, да. Это вот либо машина, либо это дом. И вы очень довольны своим приобретением. Это тоже будет чудо, чудо неожиданное, которое, вот знаете, как какое-то приобретение, вот не спонтанно, не так. Вот вы ходите, прицениваетесь, да, вы хотите купить автомобиль, вы ходите, прицениваетесь, и вам не очень нравится то, что вам предлагают, потому что там цена завышена, либо вот не нашли вы ту именно машину, которая бы полностью, вот знаете, как паз сошелся, да, и по качеству, и по цене бы вам очень понравилось, да. И вот вы ходите, вы прицениваетесь, вы присматриваетесь, и тут неожиданно будет какая-то ситуация, какое-то невероятное предложение, которое вас просто порадует. Вы купите очень дешево то, что вам очень-очень понравится, причем очень хорошего, там, например, качества, да. То есть вот такой момент происходит. Еще здесь, кстати, человек с веслом, который, ну, нацелен на путь. Знаете, кто вот хочет переезжать, переходить, отправляться в дорогу, тут какая-то дорога дальняя, потому что она как будто бы даже через море идет, либо около моря будет ваш путь, у вас получится, вы осилите этот путь, у вас получится. Знаете, вот тут как будто бы это ваша судьба, потому что здесь глаз Одина вышел.
Это ваша судьба, именно эта дорога, именно этот путь, переезд, новая страна, новый город. Все новое, понимаете, вот как будто бы человек обнуляется и заново начинает свою жизнь. Так что, мои дорогие, все будет просто замечательно. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.